Техасский холдем. Техасский холдем — это самый популярный вид покера, в который играют в казино. И хотя это требует огромного умения, научиться играть в холдем легко и обманчиво просто. Популярность этой игры растет по всему миру. Именно по этому виду покера проводятся мировые первенства. Встречайте Барри Шульмана, владельца журнала для карточных игроков и cardplayer.com. Сайт пользуется большим уважением игроков и является скоплением информации о покере. В то же время Барри является профессиональным игроком. Он научит вас, как играть в покер. Барри, тебе слово. В казино или интернете в техасский покер обычно играют 9-10 игроков плюс дилер. За нашим столом 6 человек, значит, вам будет легче уследить за нами. Хочу представить вам игроков. Адам Шонфелд, знаменитый игрок в покер, участник многих чемпионатов. Эллен Джеффри руководит сайтом cardplayer.com. Она также является участницей чемпионатов по покеру. Джефф Шульман, счастливчик, соиздатель журнала CardPlayer. Вы могли видеть его по телевидению. Он один из лучших игроков в мире. Ширли Розаровой играет в покер уже более 10 лет, последние 2 года профессионально. Она пример того, что все больше женщин увлекается покером. И, конечно, вы знакомы с Крисом. А это наш дилер, Аарон Лонг. Но не только профессиональный дилер, но и хороший игрок. В холдеме позиция или ваше место за столом очень важно. В казино игра управляется профессиональным дилером. Но и в казино маленький диск, бесхитростно называемой кнопкой, используется, чтобы указать на игрока, который станет дилером. Итак, после каждого раунда кнопка передвигается на одно деление по часовой стрелке, поэтому у каждого игрока будет равное количество возможностей обладать преимуществом. Но о позиционной стратегии поговорим позже. Первый раунд. Перед флопом. До того, как сдают карты, 2 игрока по левую руку от дилера должны сделать блайнд, слепую ставку, которая должна стимулировать игру. Эти 2 человека делают ставки до того, как они увидят свои карты, поэтому это и называется слепой ставкой. Если ставки $2-4, то и слепая ставка будет $1-2. Большой блайнд равен начальной ставке. Затем все игроки получают по 2 карты. Игра на $2-4 значит, что в первых 2 раундах ставка ограничена до $2, а в последних она поднимается до 4. Карты известны только своим обладателям. Другие игроки не могут их увидеть, пока не придет время раскрывать карты. Совет. Старайтесь не показывать своих эмоций, посмотрев на полученные карты. Это качество очень важно для успешного игрока. Приходит время для круга ставок. Это называется префлоп. Во время префлопа игрок, третий от дилера по часовой стрелке, имеет только 3 варианта. Так как 2 игрока уже сделали слепую ставку, то третий игрок может выполнить одно из следующих действий. Сброс карт. Если третий игрок выбирает это, то временно выбывает из игры до следующей раздачи. Поддержка ставки. Игрок делает ставку, равную слепой. Поднятие ставки. В таком случае это называется большой блайнд. В нашей игре блайнды $1 и $2. Поэтому если игрок принимает ставку, он кладет $2, что является большим блайндом. Наш первый игрок, Адам, поднимает ставку до $4. Эллен сбрасывает. Теперь пришла очередь Барри, который поддерживает ставку. Теперь очередь игрока с кнопкой, это я. Я решил тоже поддержать ставку. Ширли может поставить еще $3 или поднять ставку до $6. Помните, у нее уже есть $1 в поте, маленький блайнд. Если она поддерживает ставку, кладет $3, большой блайнд, Джефф должен решить, поддержать или поднять ставку или сбросить. Помните, у него уже есть $2 в поте. Джефф решает поддержать ставку. Давайте повторим последовательность. Ширли, маленький блайнд, поставила $1. Джефф, большой блайнд, поставил $2. Эти ставки обязательны. У игроков нет выбора.
Адам поднял ставку до $4. Эллен сбросила. Барри поддержал ставку. И я тоже поставил $4. Ширли, у которой уже был $1 в поте, поддержала ставку. Джефф, большой блайнд, поставил еще $2. Второй раунд флоп. Когда префлоп завершен, дилер сдает 3 карты на середину стола, открывая их. Это так называемые общие карты, которые принадлежат всем игрокам за столом. Эти 3 карты называются флоп. Во втором раунде первый слева от дилера игрок, который еще в игре, это Ширли, начинает игру. В отличие от первого раунда, где выбор был между принять ставку, повысить ее или сбросить карты, теперь выбор другой. Первый — пасовать. Это значит отказ сделать ставку, но ее можно сделать и потом. Второе — принять ставку, то есть положить сумму денег в пот. В данном случае $2. Ширли решила сделать ставку. Джефф сбрасывает карты. Адам поддерживает ставку Ширли. Эллен уже вне игры. Я ставлю $2. Теперь Крису нужно решать, что делать. Он поднимает ставку, кладя $2 и 2 сверху. Всего $4. Теперь, если Ширли, Адам и я хотим остаться в игре, мы должны поддержать или поднять ставку. Ширли поддерживает ставку. Адам решает поднять ставку, которая теперь равна $6. Теперь мне нужно решать, продолжение игры будет стоить мне $4. И опять я выбираю между поддержать или поднять ставку, либо сбросить. Я ставлю $4. Крис тоже хочет остаться в игре, поэтому он добавляет $2 к своей ставке. Ширли поддерживает ставку и кладет еще $2. Всего 6. Третий раунд. Торн. После второго раунда дилер сдает по 4-й карте, которая называется Торн или 4-й стрит. В покере с ограниченными ставками их количество удваивается до $4. Ставки возросли, но процесс игры остается таким же, как и во время флопа. Давайте рассмотрим это подробнее. Ширли все еще в игре. Это мы можем понять потому, что фишка лежит на ее картах, защищая ее карты. Вы тоже всегда защищаете свои карты от постороннего взгляда. Адам еще в игре. То же касается Барри и меня. Джефф и Эллен сбросили карты. Итак, после того, как появился Торн, начинается новый раунд. Как обычно, первым ходит игрок слева от кнопки. Кнопка находится у меня, поэтому первым игроком слева является Ширли. Она ходит первой. Ширли пасует, постукивая пальцем по столу. Что значит «пас»? Адам, если он хочет продолжать, он должен поставить $4 вместо 2, как было в предыдущем раунде. Адам делает ставку. Теперь Барри нужно решить, как поступить. Он может поддержать ставку в $4 или поднять ее еще на $4, или сбросить карты. Чтобы прибавить азарта, он поднимает ставку, прибавляет $4. Теперь ставка $8. Теперь моя очередь. Мне нужно решить, продолжать ли игру. Я поддерживаю ставку. И опять очередь Ширли. Она может поддержать ставку, сбросить карты или поднять ставку до $12. Она поддерживает. Наступает очередь Адама, который сделал ставку. Он может сбросить карты, поддержать или поднять ставку. Адам поддерживает ставку. Повышение ставок за один круг ограничено до 2 или 3. 4-й раунд. Ривер. После 3-го круга дилер сдает 5-ю карту, которая называется Ривер или 5-й стрит. Ставки делаются так же, как и в 3-м круге. Итак, Ширли, Адам, Барри и я в игре. Первый ходит Ширли, она пасует. Адам ставит $4. Барри сбрасывает карты. Теперь моя очередь. Я решил поднять ставку до $8. Следующая очередь Ширли. Она сбрасывает карты.
У Адама есть выбор: поддержать мою ставку, сбросить или поднять ставку. Он решил поддержать ставку, не поднимать ее. $4 в пот. Теперь вскроем карты. Так как я ходил первым, то первым вскрываю карты. У меня 2 пары пятерок и четверок плюс дама. У Адама 3 дамы, плюс валет и 8. Хорошая комбинация, Адам. Он выигрывает пот.